практически каждый год удается дайкон, редька дайкон. Это Цукишин Спрейт Кросс, который я сажу каждый год. Вот она сейчас вот так выходит из земли. Но еще где-то, может быть, до конца сентября, когда я ее выкапываю, где-то после 20 сентября, ну, где-то сантиметров на 10 она еще вырастет. У нее очень быстрый рост, очень быстрый. Я вот эту садил в начале июля. В начале июля. Вот еще 2 месяца ей нету, и вот какая уже редечка. Но это можно было садить еще попозже, потому что когда вырастает она сильно большая, сантиметров до 60 она может вырасти в длину. Диаметр где-то 10-12 сантиметров и очень длинная. Она как-то внутри нехорошая, как-то пустоватая немного. А когда посадить попозже, чтобы она была плотненькая, и она, что мне нравится, она очень хорошо хранится. Что зеленая редька, что вот это, очень хорошо хранятся в погребе. Приносишь зимой, как только сорван. Ну, я что-то решил посадить декоративные подсолнухи. Ну, купил конверты очень красивые, подсолнухи разнообразной окраски, там смесь была всевозможная. Написано высота метр 20. Ну вот, я 1,78 м, и вот мой подсолнух 1,20 м. У нас с водой проблем нет, вода постоянно. Если нет общей воды, которую дают, я включаю скважину. Георгины я поливал вовремя, подкармливал вовремя, и они себя показали великолепно. Очень крупные, высокие, шапки большие. Ну, красивые. Вообще, георгины в этом году чудесные георгины. Кто садил, я думаю, не пожалели об этом. Я вот купил новый сорт, вот этот, голландский. Он не крупный. Ну, масса цветов. Это бесконечное цветение и масса цветов, масса. Ну, я посадил арбузов всего немножечко, всего 6 саженцев, все 6 саженцев. Зависть оказалась не очень большая, но арбузы есть. И в этом году вроде бы как-то неудачно у меня с размером. Вот арбуз вот такого размера они. Но мы уже их едим. Ну, очень вкусные, сладкие. Один недостаток – толстоватая корочка. А так сахаристый великолепный арбуз. Ну, где-то их около десятка-полтора у меня их было. Это, я считаю, нормально. Для 6 лунок у меня, 6 саженцев, 1,5 десятка было вот таких арбузов. Ну, а мелочь я уже не считаю. Оставляю 15-20 сантиметров, срезал и готов. Вот они, смотрите, очень быстро, очень удобно серпом. За это время, если сейчас погода будет хорошая, то прекрасно. Земля подсохнет, картофель будет сухой. И легко, быстро копать. Намного быстрее, не распутывая, потому что ботва очень большая. У Тулеевки не так, а вот накра стоит, она мне по пояс. И вся ботва стоит. Зеленая еще стоит ботва. А накру я скашиваю за 2 дня до копки, потому что как-то она еще растет. Очень крупный картофель, красивый картофель.